Вы смотрите новости на канале Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах этого выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев по традиции в свой день рождения встретился с жителями региона. Усилены меры по противодействию распространению коронавируса в республике. В этом году в школе Бяськёль горного района начнут строить новую школу на 150 мест. Глава Якутии Айсен Николаев по традиции в свой день рождения встречается с жителями региона. В этом году в ходе визита в Верхневилюйский район он посетил многодетную семью Катагоровых-Фурсо, с которой глава познакомился в одной из прошлых рабочих поездок. С тех пор с удовольствием встречаюсь с этой семьей, где в любви и заботе воспитались и воспитываются 25 детей. Недавно в социальных сетях получил от них приглашение вновь заехать к ним в свой день рождения. Символично, что эта встреча состоялась в год матери в Якутии. Семья устроила настоящий сюрприз с песнями, тортом и подарком, рисунком, где я изображен со своими родителями, сообщил Айсен Николаев в социальных сетях. С огромным удовольствием к вам приехал. Огромное спасибо. Я уже, если не ошибаюсь, второй или третий раз на своем день рождения к вам заезжаю. Вот. И от всей души, с благодарностью вашей семье, детям, вам, как родителям, да, год матери, кем более говорим. От себя лично стиральная машина здесь в хозяйстве лишней точно не будет. Одна машина, она не справляется, поэтому это очень дорогой подарок. Илдархан во время поездки также вручил ключи новоселам 28-квартирного дома, построенного по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда нацпроекта «Жилье и городская среда». Перейдем к эпидобстановке. В России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом, рассказывает Никита Конев. В России зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки. 49 513 диагнозов COVID-19 было поставлено за 24 часа. Это на 10 тысяч больше, чем днем ранее. В лидерах Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Умерших 692 человека, выздоровели 24 719 пациентов. Число заразившихся дельтой и омикроном примерно одинаково. Первый штамм у 52 с лишним процентов, новый вариант у почти 48%. Он найден уже в 57 регионах. Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении санитарных ограничений. Домашний режим для людей старше 60 лет и хронически больных граждан продлен до 1 апреля. Также до этой даты для работодателей будут действовать требования о переводе на удаленку 30% сотрудников. Новый рекорд по заражениям зафиксирован и в мире. По данным ВОЗ, число выявленных случаев COVID-19 превысило 3,7 миллиона. Ну, а что касается нашего региона, на 22 января выявлено 1003 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 782 случая, в Мегино-Кноголазском районе 57 случаев, в Мирнинском 24, в Алданском районе 22, в Хангаласском 20 случаев, Нерюнгринский район, там 19 заболевших, Горный 15 случаев, Усть-Алданский район 12 случаев. Еще в 10 районах республики от 2 до 10 заболевших. В связи с ростом заражения ковид среди жителей столицы и региона сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска были приняты меры по сдерживанию числа заболевших. Начиная уже с понедельника и вторника еженедельно будут закрываться все торговые центры и предприятия, а также магазины и рынки. Все они будут включены в единый график и либо по понедельникам, либо по вторникам будут закрываться на общую дезинфекцию. Что касается крупных торговых центров, то их будут дезинфицировать после наплыва посетителей в выходные в первый будний день каждую неделю.
Также с завтрашнего дня все управляющие компании и товарищества собственников жилья будут обязаны проводить дезинфекцию мест общего пользования всех многоквартирных домов, которые находятся у них на обслуживании, также раз в неделю. Глава города Евгений Григорьев попросил горожан бдительно отнестись к этой работе и запросить у своих управляющих компаний день дезинфекции их подъезда, чтобы в дальнейшем контролировать санитарную работу и свою безопасность. Также мэр сообщил, что полностью приостанавливают свою деятельность все аттракционы, детские развлекательные центры, а фудкорты в торгово-развлекательных комплексах могут работать только на вынос. Сокращается и время работы предприятий общепита. Теперь они могут принимать посетителей с 6 утра до 11 часов вечера. По общественному транспорту проводится усиленная дезинфекция, и, идет активная работа по увеличению количества автобусов. Но нужно понимать, что и водители тоже болеют, поэтому все водители, которые высвобождаются, резерв появляется из других подразделений, выводится на линию для осуществления общественного транспорта. Поэтому прошу всех соблюдать все меры, которые сегодня предписаны Роспотребнадзором и указом главы республики. И наша задача сдержать рост заболеваемости. Для этого ответственность каждого – это в первую очередь вакцинация. Также сегодня принято решение о переводе учащихся всех школ с 1 по 11 классы на дистанционную форму обучения с 24 января по 31 января в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По информации Управления Роспотребнадзора по республике, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается напряженной. Регистрируется рост количества заболевших детей школьного возраста. Также временно приостанавливается работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий в общеобразовательных организациях с 1 по 11 классы. В период ограничительных мероприятий в школах будут проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств. В школах продолжится профилактическая работа с родителями по ограничению посещения детьми мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания. И к другим темам. В этом году в селе Бяйскёль, который пострадал прошлым летом от лесного пожара, начнут строить новую школу на 150 мест. Средства до республики уже доведены. Как сообщил замминистра строительства Якутии Евгений Афанасьев, республика уже получила финансирование на строительство школы на 150 мест, которая должна ввестись в план уже в следующем году. Второй объект, который должны построить в селе, это многофункциональный центр культуры. На данный момент по объекту работает Министерство сельского хозяйства республики. ГИБДД республики проводит рейды и массовые проверки водителей транспортных средств в выходные дни с 21 по 23 января. Отмечается, что за новогодние январские дни в республике зарегистрировали 5 ДТП, в которых погибли 5 человек и 18 получили травмы различной тяжести. А по итогам прошлого года на автодорогах республики зарегистрировали 689 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 70 человек, а травмированы 885. С участием водителей, находящихся в опьянении, произошло 98 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 12 человек, травмы получили 149. С июля этого года в Якутии ожидается повышение цен на газ примерно на 5,8% из-за утверждения специальной надбавки на тарифы. Это связано с реализацией программы социальной газификации по всей стране. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по ценовой политике Якутии Антонина Винокурова. Она напомнила о том, что в стране объявлена программа социальной газификации по поручению президента страны, по которому все жители газифицированных населенных пунктов должны быть обеспечены газом. Отмечается, что в Якутии надбавка будет вводиться поэтапно с 1 июля 2022 года. Тем временем до начала навигации 4 месяца. Работники Ленского речного порта сейчас готовят к новому сезону портальные и плавучие краны. Порт должен быть готов к качественной приемке грузов. Валентина Фирстова продолжит.
Габаритная деталь в сварочном цехе – не просто труба. Это закол. Своеобразный якорь, который фиксирует механизм с двух сторон, чтобы плавкран не качало на воде. В этом году сварили новые. В цехе Ленского речного порта плавсредства готовят к навигации с декабря 2021 года. В основном ежегодно насосы разбираем, головки там где-то какие-то снимаем, занимаемся притиркой клапанов. Подшипники меняем частенько, потому что насосы работают в максимальном режиме. До начала навигации будем все это дело подготавливаться, чтобы уже к началу навигации можно было завести все это дело и опробовать. Пока в цехе ремонтируют механизмы крана, в затоне освобождают от льда корпус плавсредства. Выморозка – работа ювелирная. Главное – не затопить вырубленные во льду майны, иначе работу придется начинать заново. Как только корпус очистят, его устаревшие части заменят. Запланированные работы по ГАНСу 5 – это замена корпуса. В прошлом году мы эту работу начали, но в связи с тем, что у нас объем работы очень большой, поэтому мы наметили эту работу за несколько межнавигационных периодов выполнить. Вот в этом году второй этап. Через 2-3 недели, когда на улице потеплеют, работники вырежут износившиеся части корпуса. Речники закончат ремонт до начала таяния льда на реке, пока не появятся забереги. Обновленные в цехе механизмы и детали необходимо установить обратно на плавучий кран. Работы внутри судна сотрудники начнут примерно в феврале. До начала навигации им необходимо проверить плавкраны на техническую готовность. Валентина Фирстова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Выживший после цунами плыл до берега 27 часов. Житель королевства Тонга оказался в открытом море после того, как его вынесла волна цунами. Он добирался до ближайшего острова Тонгатапу вплавь. В соцсетях мужчину уже прозвали Акваменом, рассказывает Яна Пашаева. Житель Тонга прославился после того, как стала известна невероятная история его спасения во время цунами 15 января. 57-летний Лисала Фолао, который живет на острове Атата, красил свой дом, когда услышал предупреждение об извержении подводного вулкана. Когда остров накрыла первая волна, он забрался на дерево. Во второй раз мужчину вынесло в море. Ситуацию осложняло то, что у Фолао инвалидность. Он почти не чувствует ног. Я уходил под воду 8 раз. Меня тянуло ко дну. В какой-то момент я понял, что если я снова окажусь под водой, это конец. Потому что руки — единственное, что меня держало. Когда я вынырнул в 9-й раз, я нашел бревно и схватился за него. Это меня и спасло. Мужчина находился в воде 27 часов и проплыл 8 километров. По словам выжившего, в какой-то момент он видел вдалеке полицейский катер, но спасатели его не услышали. Когда Фолао добрался до острова Тонгатапу, он, обессиленный, вышел на дорогу. Мужчине помог один из автомобилистов. Теперь выжившего называют в соцсетях Акваменом. Фолао рассказал, что его родственники были счастливы, когда узнали о его спасении. В ночь цунами племянница искала меня и не могла найти. Она испытала облегчение, когда узнала, что я жив. Извержение вулкана стало одним из мощнейших на Тонга за последние 30 лет. Погибли как минимум 3 человека. Многие здания и дороги на архипелаге разрушены. Эстафета Олимпийского огня игр в Пекине 2022 года пройдет со 2 по 4 февраля. По информации Центрального телевидения Китая, в мероприятии примут участие около 50 факелоносцев. Эстафета состоится в 3 местах, ключевых кластерах проведения олимпийских соревнований, а именно в Пекине, столичном уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В настоящее время Китай проводит последние приготовления к Олимпиаде. Сегодня состоится 2-я репетиция церемонии открытия игр, которая пройдет на национальном стадионе «Птичье гнездо», где в 2008 году был дан старт 29-м летним Олимпийским играм. Как ожидается, уже на следующей неделе в Китай начнут прибывать иностранные делегации. В Ямиконе прошел 3-й зимний марафонский пробег «Полюс холода», участниками которого на разных дистанциях стали порядка 70 бегунов, как любителей, так и профессионалов. Стоит особо отметить, что среди бегунов-экстремалов есть участники из зарубежья, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов. Напомним, все участники марафона заявлены на разные дистанции. Спортсменов в пути сопровождали сотрудники медицинской помощи. Отметим, что сегодня в Ямиконе зафиксирована температура минус 53 градуса.
коронавируса. И как стало известно нашему телеканалу, чемпионом марафона на 42 километра стал Василий Лукин из Чурапчи, пробежавший его за 3 часа 22 минуты. Среди женщин марафон выиграла Марина Седалищева. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь на нашем канале.